вновь театр «Бомба» в городе Казани. Доброго времени суток, уважаемые подписчики! Сегодня очередной обзор строительства здания нового татарского театра имени Галяскара Камала. Сегодня 27 ноября. Выдался более-менее солнечный денек. И я решил сделать для вас очередной обзор строительства нового татарского театра имени Галяскара Камала. Обзор мы начинаем с противоположного берега. Уточки также продолжают плавать и наблюдать за ходом строительства. Улетать что-то они опять не собираются. Видимо, будут зимовать. Ну а мы приближаемся к самому зданию. Посмотрим на более близком расстоянии, что там творится. Вот так у нас выглядит центральный вход. Прошел уже месяц, как закончился саммит БРИКС в Казани. Но работы еще здесь ведутся. Хотя в комментариях, помнится, какой-то строитель говорил, что осталось еще месяц. Официальные власти заявляли, что не хватило 20 дней. Какой-то строитель, помнится, сказал, что еще год будут доделать. Но я думаю, год-то не будут, наверное, конечно же, делать, но какой-то период все равно еще до завершения всего понадобится. Как вы видите, здесь и на центральном входе даже вот есть участки недоделанные. Стоит спецтехника. Но такого ажиотажа, как перед саммитом, конечно же, не наблюдается. Вот этот небольшой парк с прогулочными зонами очень симпатичен. Люди гуляют. Давайте и мы прогуляемся и посмотрим, что же у нас тут такое творится. Да, есть все-таки и спереди, с передней части здания тоже участки недоделанные. Этот парк все-таки радует глаз, приятно по нему гулять. Деревья, надеюсь, приживутся. И весной все это заблагоухает зеленью. Озеро Кабан, как всегда, прекрасно в любое время года. Люди гуляют, еще раз говорю. Всем доставляет это удовольствие гулять и наблюдать за этим необычным, стандартным зданием нового театра. Очень, конечно, здесь все красиво, нестандартно, современно. Вот, тоже интересное решение в виде ступенек, в которых есть также растут кустарники, есть лавочки. Тоже такое оригинальное решение. Несмотря на то, что сегодня прохладно, на улице минусовая температура, но люди, как вы видите, гуляют.
наслаждаются этими прекрасными видами. Еще одно интересное решение — вот эти тропиночки. В вечернее время они подсвечивают снизу, они металлические, и снизу такие дырочки, из которых льется свет. Тоже такое интересное решение. Ну и вокруг, конечно, деревья, кустарники. Все очень замечательно. Ну, а здесь мы потихонечку приближаемся именно к той части здания, где работы еще не завершены. Видно, тут большие участки еще не закрытые и не застекленные. Все-таки такой ландшафтный дизайн красивый. Еще раз хочу все-таки похвалить Горзеленхоз за то, что они сделали все так красиво. Мне очень нравится. Я думаю, жителям, гостям, которые гуляют вокруг театра, та зелень, которая посажена, тоже радует глаз. Ну а наверху еще вот, как вы видите, есть участки незавершенные. Стоит спецтехника. Ну а мы продолжаем движение по этим светящимся в вечернее время тропинкам. Очень все весной будет, мне кажется, очень красиво здесь. Когда все это зацветет, все зазеленеет, будет просто замечательно. Как я говорил, на улице минусовая погода. И вот на этом участке озеро сковало уже льдом. Чувствуется приближение зимы. Ну а здесь вот как-то так пока. Ажиотажа, конечно, нету такого, какой был. Все как-то в такой вяло текущей форме все происходит. Краны все так же продолжают свою работу, поднимают стекла, другие материалы для того, чтобы закрыть крышу. Здесь также еще работы не завершены, но работа идет. Видим, еще есть оставшиеся окна, стекла точнее, которые
декоративные стекла, которые еще предстоит строителям установить. Здесь также, видимо, по плану будет парк, потому что здесь тоже уже посажены на некоторых участках деревья. Проводится грунт, выравнивается все. Я думаю, здесь тоже будет очень красиво. Но пока вот то, что есть. Видите, работает спецтехника. Вся движется вперед к своему логическому завершению, которого все любители театра ждут, чтобы скорее попасть внутрь этого бомбического здания, окунуться в театральную жизнь. Мы видим, здесь строительной бытовки еще есть много. Строителей тоже здесь достаточно. Все чем-то занимаются. Материалы наверх поднимаются. Краны очень высокие. Конечно, очень масштабно. Даже смотреть, если по спецтехнике. Проект масштабный очень. Ну, как видите, здесь очень много рабочих, очень много материала внутрь заводится. Видимо, внутри продолжаются также работы по оснащению внутреннего убранства и всего, что там внутри должно быть. Много чего заносится внутрь. Ну, а здесь еще также вот еще что-то, вентиляцию какую-то погружает. Также видим участок еще не заделанный. Видимо, оборудование для сцены. Дорога запущена, машины вдоль театра спокойно уже проезжают, асфальт хороший, свежий. Стоят уже афиши красивые. И ждем, когда же распахнутся двери нового театра. Ну, пока строители
приближают этот момент. Вечером, конечно, все это очень красиво выглядит, когда подсветка включена. Но здесь тоже есть участки незавершенные. Так говорю, вечером очень красиво все смотрится, все сверкает, прям как какой-то космический корабль. Ну, здесь, как видите, оригинальные тоже лавочки, сзади зелень. Афиши, афиши, афиши. Вот мы приближаемся к центральному входу. Здесь что-то заказчикам, видимо, не понравилось. И здесь брусчатку переделывают заново. Собрали все и кладут заново брусчатку-то. Что-то, видимо, было не так. Тоже затирают строители брусчатку. Какая здесь красота, конечно. Что ж, с нетерпением ждем. На этом сегодняшний обзор заканчиваю. Всем добра, всем здоровья. Будем и дальше следить за ходом строительства. Всего хорошего.